В истории нашего государства немало дат, повлиявших на судьбу абхазского народа, на его самоопределение, обретение им государственной независимости. 29 лет назад, 15-16 июля 1989 года, в городе Сухум и других районах Абхазии впервые прошли грузино-абхазские столкновения. Этому предшествовали ряд событий. Апогеем стало распоряжение о создании в АГУ филиала Тбилисского госуниверситета, принятое Верховным Советом Грузии 14 мая 1989 года. Ранее, с 6 по 14 мая, чтобы добиться этого, перед зданием нынешнего Государственного русского театра драмы студенты грузинского сектора АГУ устроили сидячую забастовку. В Сухуме ежедневно собиралось до 5000 человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих. Приезжали также их единомышленники из Тбилиси. По всей стране проходили многочисленные митинги грузин, на которых не скрывались антиабхазские настроения. Абхазы понимали, с какой целью проводились все эти акции. 15 мая представители абхазского народа собрались на площади Ленина, сейчас это площадь Свободы. Туда пришло и тогдашнее руководство Абхазии. На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета в АГУ носит временный характер. Однако ситуация обострилась в середине июня 1989 года, после того, как стало известно о начале приема документов на поступление в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно, это привело к логическим действиям со стороны абхазов. 22 июня в Госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой требовали прибытия из Москвы комиссии Верховного Совета СССР. Комиссия прибыла 3 июля, и акция прекратилась. Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед уехала 10 июля. Постараемся объективно разобраться и доложить Верховному Совету. Нет, мы посадим кого-то. Видимо, более солидного. будем слушать, по крайней мере, я как председатель комиссии буду настаивать, чтобы на комиссии по национальной политике, межнациональным отношениям в Верховном Совете заслушали мы и руководство Республики Грузии и Абхазии по этим наболевшим вопросам. Я думаю, что на этом работа не остановится. Подготовленное ею заключение о нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку было опубликовано в республиканских газетах на абхазском и русском языках «Абсныкапч» и «Советская Абхазия». Республиканская газета на грузинском языке «Сабчота Абхазети» решила напечатать его текст, но с комментарием руководства ТГУ, где говорилось, что заключение комиссии не имеет юридической силы и прием документов от абитуриентов продолжается. Грузинское телевидение официальное, газеты официальные, неофициальные, все в один голос нагнетали антиабхазскую истерию. Перечеркивалась наша история. Навязывалась какая-то очень сомнительная теория двуаборигенности. Что только не делалось, чтобы очернить историю Абхазии, исказить ее смысл. В воскресенье 16 июля в помещении Сухумской первой грузинской средней школы, несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Обстановка накалялась уже не с каждым днем, а с каждым часом. То тут, то там в центре столицы вспыхивали локальные потасовки с применением всего, что попало под руку. Абхазы численностью около 5000 человек постепенно собирались на площади Ленина. Примерно в 21:30 на них последовало нападение до 1000 оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Начало появляться огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Столкновений не удалось избежать. Были и жертвы. 17 человек погибли, 448 получили ранения. Жертв могло быть гораздо больше. Крайне напряженная ситуация сложилась в ту ночь в Ачамчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии попытались прорваться на помощь своим в Сухум, но заблаговременно оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятки автомобилей мост через реку Аалцга и организовало оборону. Около часу-двух дня, 16 июля, к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего пытавшиеся прорваться отступили. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить на тот момент пожар конфликта. Благодаря личным
усилиям Владислава Григорьевича, конечно, в первую очередь сюда были направлены внутренние войска СССР под командованием генерала-лейтенанта Шаталина. Они, конечно, сыграли большую роль. В первую очередь, конечно же, золотыми буквами будут вписаны имена тех героев того очень сложного, очень времени переломного периода, которые пожертвовали собой во имя независимости, свободы и всех тех ценностей, благодаря которым мы сегодня имеем государство, независимое государство. Это все было, вот я считаю, что проявилось ярко очень и во время июльских событий 1989 года. Это был очень сложный период, но он занял в нашей истории особую нишу, особое место истории национально-освободительного движения Абхазии. События 15-16 июля 1989 года дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и Абхазии. Активизировалась работа по объединению прогрессивных сил. 25-26 августа 1989 года в Сухуми состоялся первый съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Громче стал звучать голос Народного форума Абхазии Айткалара. Саид Жарсаля, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.